В СВФУ торжественно чествовали выпускников, окончивших учебу с отличием, а в городской гимназии вручили аттестаты. Примечательно, что в этой школе в одном классе оказались сразу 10 золотых медалистов. Сюжет Андрея Мухоплева. Целых 10 золотых медалей в одном классе. И это несмотря на то, что с этого года условия получения медалей изменились. Теперь учитываются и результаты ЕГЭ. Впервые Министерство образования и науки Российской Федерации приняло решение, что медаль выдается не только по итоговым 7 пятеркам, но и по результатам единого госэкзамена. Чтобы получить золотую медаль, надо иметь все пятерки в аттестате и сдать математику и русский свыше 70 баллов. И мы очень рады, что все наши медалисты подтвердили единым государственным экзаменом свои высокие знания. Впрочем, цена за блестящие знания и оценки не маленькая, признаются сами выпускники. Стал меньше заниматься спортом. Не знаю, может, и можно было совмещать, но я старался все силы бросить именно на подготовку к экзамену. Но также стал намного реже гулять с друзьями. Все делал ради того, чтобы хорошо сдать экзамен. Не просто хорошо, а отлично смогли сдать экзамены и защитить дипломные работы и студенты СВФУ. Чуть менее 300 красных дипломов, и это только первый поток. Радует, что многие выпускники, имея блестящее образование, готовы поехать работать в самые отдаленные районы. У нас сложилась такая тенденция, что в республике у нас есть два самых активных направления международных связей. Это Арктика и Азия. То есть я выбрал Арктику, потому что у нас есть хорошая программа магистерская, и я планирую на нее поступить. Совет, я считаю, что нужно правильно выбирать направление обучения, которое вам нравится, и если вы его правильно выбрали, если вы к нему расположены, то у вас все получится и будет даваться вам легко. Сравнительный анализ трудоустройства выпускников за прошлый год и текущий показал, что в целом по всем уровням профессионального образования СВФУ данный показатель остается относительно стабильным. Самое большое количество ребят, которые будут трудоустраиваться, это будут, конечно, ребята, которые станут учителями. Их почти 500 человек, 491, если точно сказать, да? А около 300 человек поедет работать в больнице. Свыше 100 человек поедет учиться работать в строительный комплекс. И на самом деле, как обычно, в других направлениях тоже наши ребята будут работать. 2019 год в университете объявлен годом цифры, и поэтому, конечно, айтишников ожидают большие предприятия, проекты, гранты. И мы очень надеемся, что ребята найдут себя в этом деле. Одним предстоит окунуться в работу и проверить на практике полученные в университете знания. А у выпускников школ впереди приемная кампания и выбор будущей профессии. Андрей Мухоплев, Георгий Григорьев, Якутск.